Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. За проявленный профессионализм, высокую социальную ответственность в чрезвычайных ситуациях 5 сотрудников компании Hapsne Oil награждены грамотами от руководства МЧС. На платформе ГУМА открылся фестиваль крафтовых продуктов дистилляции, организованный Союзом виноградарей и виноделов Абхазии. Культурно-благотворительный фонд «Ашан» открывает сбор для 2 подопечных с диагнозом ДЦП – Сарии Чантурия и Дмитрия Бестаева. Исполнилось 14 лет со дня освобождения от грузинских формирований в верхней части Кадорского ущелья. В августе 2008 года наряду с боевыми действиями в Южной Осетии практически одновременно шла операция по овладению верхней частью Кадорского ущелья, которая на тот момент все еще находилась под юрисдикцией Грузии. Грузины, начиная с лета 2006 года, когда они под предлогом проведения военно-полицейской операции против якобы поднявшего мятеж губернатора Сванетии Квициани, ввели свои подразделения в Верхний Кадор. Основательно там укрепились. Все это время абхазские вооруженные силы готовились к разгрому грузинской группировки. После событий 8 августа в Южной Осетии и появившейся информации о том, что грузинская армия планирует начать операцию по захвату территории Абхазии, было решено немедленно приступить к освобождению Верхнего Кадора. В этой операции принимали участие до 6 тысяч человек. Это были в основном штурмовые отряды. С 14 часов 30 минут 9 августа и до 9 утра 12 августа по боевым порядкам грузинских войск, обнаруженным огневым точкам, позициям артиллерии и минометов наносились сильные бомбово-штурмовые удары. В ночь с 11 на 12 августа грузины приступили к экстренной эвакуации своих войск из Кадора. При этом, чтобы спасти личный состав, они бросали все, что можно, от тяжелого вооружения до амуниции. Бежали практически налегке, оставляя преследователям автомобильную технику, личное оружие и снаряжение. Обнаружив отход противника, руководством абхазской армии утром 12 августа был отдан приказ на высадку тактических воздушных десантов и одновременное выдвижение штурмовых групп по указанным операционным направлениям. Таким образом, операция по освобождению Кадорского ущелья Абхазии завершилась полной победой абхазской армии, и данная территория была возвращена под юрисдикцию нашей страны. В преддверии 30-летия добровольческого движения Абхазии в Общественной палате прошла встреча с добровольцами, ветеранами, проживающими в республике. Участники встречи поделились воспоминаниями о событиях времен Отечественной войны народа Абхазии и рассказали о том, в каких условиях в республику прибывали первые добровольческие отряды. Отмечали значимость участия добровольцев в войне и их вклад в победу над грузинским агрессором. Враг был. Третий десяток проходит тех событий, которые не только сблизили нас и сделали близкими братьями, хотя и мы по крови и были братьями, но десятилетия мы не виделись. И тогда, когда произошли эти события в Абхазии, началась такая трагедия, то с Северного Кавказа и из-за рубежа наши, соотечественники и близкие по крови нам, вот вы, представители этих народов, фактически хлынули к нам, хотя препятствия были на их пути. Ценой большой крови, ценой гибели наших соотечественников, ваших родных, братьев, победа была достигнута. 14 августа я все время подчеркиваю, потому что я на всю жизнь действительно запомнила. Это была пятница, конец рабочей недели. И вот султан ушел из дому. 23 человека вместе с султаном автобусом они выехали сюда и прибыли в Гудауту. Конечно, это была не просто такая прогулочная поездка. Было очень сложно, очень тяжело пересекать границу по их рассказам. Все это. Самое было, наверное, непонятное не в том, что куда они едут, а зачем они едут сюда. Они не знали, в каком состоянии народ. Готовы они к сопротивлению или готовы на какие-то компромиссы. Они не знали, они несли одну миссию сюда, но не знали, что на самом деле здесь происходит. И готовили абхазы принять
ту миссию, которую они сюда несут. Если бы народ не был бы готов к сопротивлению, прибыли бы они бы или не прибыли бы, безусловно, не с кем было идти воевать. Алхаз Квицини освобожден от должности руководителя администрации президента Абхазии на основании личного заявления. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания. Следующим указом глава государства назначил на эту должность Джансу Хананба. Временное исполнение обязанностей министра по налогам и сборам республики возложено на заместителя министра по налогам и сборам Мираба Логуа. Следственное управление Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по факту служебного подлога и покушения на мошенничество в особо крупном размере в отношении нотариуса Сухумской государственной нотариальной конторы номер 5 Джопуа Кристины Анатольевны и Каракиян Седы Алексеевны. Как установлено материалами дела, Кристина Джопуа незаконно изготовила путем внесения заведомо ложных сведений от имени умершей 2 сентября 2021 года гражданки Пащан доверенность о возложении полномочий на получение причитающейся ей пенсии на гражданку Каракиян сроком на 3 года. Используя полученную доверенность, Каракиян обналичила пенсионные средства, выплаченные из бюджета пенсионных фондов России и Абхазии. Однако преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, не смогла довести до конца, так как факт смерти Пащан был выявлен пенсионными фондами и приостановлено начисление пенсии. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицини доложил премьер-министру Александру Анквабе о результатах рабочих встреч в МЧС России, посвященных развитию межведомственного сотрудничества. Министр отметил всестороннюю поддержку российских коллег – материально-техническую, методическую и в сфере подготовки национальных кадров. Александр Анквабе и Лев Квицини подробно обсудили работу МЧС Абхазии в летний период. Премьер-министр поручил не ослаблять проводимую работу и уделять особое внимание безопасности отдыхающих. Люди очень часто становятся свидетелями чрезвычайных происшествий, однако лишь немногие могут экстренно отреагировать и оказать пострадавшим необходимую помощь. За проявленный профессионализм, высокую социальную ответственность в чрезвычайных ситуациях 5 сотрудников компании «Апсне Ойл» награждены грамотами от руководства МЧС. Все подробности в репортаже Шазины Ханагуа. Наградить грамотой Министерство по чрезвычайной ситуации Республики Абхазия Кваранде Тараса Таровича. Спасибо. Поздравляю. Спасибо за то, что вы сделали. Руслан Джинжуля около года работает на заправочной станции подорожник компании «Апсне Ойл». В свой обычный рабочий день, находясь на территории заправки, он услышал грохот. Не задумываясь, подбежал к месту происшествия. Оказалось, произошла страшная авария. Он и его коллега Тараш Кваранзе, не ожидая приезда спасателей, начали эвакуацию пострадавших. Благодаря своевременно оказанной помощи удалось спасти пассажиров. Руслан отметил, что в тот день он получил высшую награду – искренние слова благодарности матери пострадавшего. Ну, слава Богу, успели, вытащили. Но, честно говоря, неудобно за такие вещи какие-то награды получать. Лучшая награда были те слова, которые я услышал от матери в больнице, где она благодарила, как будто что-то свыше произошло, что какой-то ангел спустился и ее сына сохранил. В аналогичной аварии у меня брат погиб. И я не знаю, я каждую аварию вижу, то, что будто бы я принимаю участие в той аварии. Для меня это как, не знаю, страшное очень дело. Первую медицинскую помощь пострадавшим оказала заместитель управляющего АЗС Кристина Бичахчиева. Я очень рада, что помощь наших мальчиков оказалась увиденной, что об этом узнали. Ситуация, к сожалению, очень нехорошая была, но они первыми оперативно сработали. Первые оказали помощь, вытащили мальчиков, потушили машину. В общем, наши герои, я очень рада, что их наградили. Вот они. Огромное им спасибо. Оператор-заправщик АЗС Роман Давыдов работает здесь с февраля месяца. 26 июля он сумел локализировать возгорание автомобиля на топливораздаточной колонке. По его словам, проблема возникла из-за замыкания проводки в машине. С такой ситуацией он раньше не сталкивался. За проявленные в тот день профессионализм, самоотверженность и высокую социальную ответственность Роман Давыдов также награжден почетной грамотой. Подъехала «Газель».
Ну, у нас иной раз водители сами вставляют пистолет. Он сам вставил пистолет и пошел оплачивать. Ну, пока он оплачивал, я подошел к машине. Произошел топливный налив. Потом я обратил внимание, что пошел мелкий дым. Посмотрел в салон. В салоне помидоры. Помидоры гореть не могут. Посмотрел под капот. Ну, образно, вижу, уже дымится с-под капотом. Подбежал водитель, следом за ним сотрудник. Он открыл капот, я схватил огнетушитель. В этот момент, когда он открыл капот, уже горел. Ну, горела проводка. Огнетушитель вырвал пломбу и потушил очаг воспламенения. Генеральный директор Апсны-Ойл Олег Лакоба отметил, что компания очень серьезно относится к вопросам безопасности. Поэтому здесь проводят тренинги, обучают сотрудников, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Благодаря этому работники заправочной станции не растерялись, и последствия ЧП были ликвидированы в считанные минуты. Сегодня очень приятный день, приятный в том плане, что отмечены сотрудники нашей компании, которые проявили себя в чрезвычайной ситуации. МЧС республики решила наградить их почетными грамотами, и я считаю, что абсолютно заслуженно. Я хотел бы обратить внимание на то, что это простые ребята, которых мы видим каждый день, которые продают бензин, которые стоят за кассой. Но в ситуации, когда потребовалось мужество и профессионализм, они проявили себя, и поэтому сегодня награждены. И мы очень рады, что они работают в нашей компании. Подготовкой сотрудников компании к оперативным и грамотным действиям в чрезвычайных ситуациях занимается главный специалист в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Эдуард Чепнян. По его мнению, такого рода тренинги необходимо проводить для всех сотрудников автозаправочных комплексов. Ежеквартально у нас проходят тренинги согласно нашим графикам. У нас есть график по локализации аварийных ситуаций, а также график по проведению инструктажей в области охраны труда и пожарной безопасности. Тарас Кваранзе, Руслан Джинджоля, Кристина Бичахчиева, Роман Давыдов, Артур Урумян награждены почетными грамотами МЧС за проявленный профессионализм, высокую социальную ответственность в чрезвычайных ситуациях. Они также получили подарки от родной компании Апсны-Ойл. Шазина Ханагуа, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Министр по чрезвычайным случаям Лев Квицыня вручил особо отличившимся сотрудникам погрануправления ФСБ России в Абхазии при тушении пожара на Сухумской кондитерской фабрике ведомственные медали и почетные грамоты. МЧС Абхазии и погрануправление на протяжении долгого времени сотрудничают в вопросах ликвидации чрезвычайных ситуаций. Так было и при ликвидации крупного пожара, где россияне оказали весомую помощь своим абхазским коллегам. В свою очередь, руководство погрануправления ФСБ России в Абхазии наградило Льва Квицыня почетным нагрудным знаком. В Министерстве культуры состоялось расширенное совещание, посвященное вопросам устранения нарушений по итогам проведенной в 2021 году проверки использования средств финансовой помощи в целях социально-экономического развития Абхазии за период 2019-2020 годов и первое полугодие 2021 года, сообщает пресс-служба Минкультуры. По итогам встречи руководителям учреждений культуры поручено провести оптимизацию штатной численности в соответствии с действующим законодательством Абхазии. В совещании участвовал вице-премьер-министр финансов Владимир Телпа. На платформе ГУМА открылся фестиваль крафтовых продуктов дистилляции, организованный Союзом виноградарей и виноделов Абхазии. В течение 2 недель посетители выставки дегустации смогут попробовать и оценить качество крепкой алкогольной продукции местных производителей. Репортаж Анна Сласурия. Культура виноделия развита в Абхазии с древних времен. Но оказалось, что республика славится не только винами. Крепкие алкогольные напитки также являются неотъемлемой частью национальной культуры. Чтобы поближе познакомить гостей и жителей республики с ассортиментом и качеством алкогольной продукции местных производителей, Союз виноградарей и виноделов Абхазии под председательством Баграта Авизба решил организовать фестиваль крафтовых продуктов дистилляции. Просим всех, кто занимается данной деятельностью, кто увлекается, обращаться, все данные контакты мы дадим. Данные напитки в Абхазии популярны, их ценят, любят, пьют и довольно неплохо делают.
Как отмечают специалисты, крепкие напитки и продукты дистилляции представляют собой значимую торгово-промышленную отрасль Абхазии. Но, к сожалению, большинство местных производителей, дегустируя собственноручно изготовленный спирт, редко занимаются его реализацией. Данный конкурс позволит всем знатокам алкогольного рынка продемонстрировать свою продукцию и обменяться опытом с единомышленниками. Это уникальная возможность для потребителей не только разобраться во всем многообразии крепких алкогольных напитков, но и продегустировать и выбрать продукцию по своему вкусу, а также погрузиться в мир культуры употребления алкоголя и приобрести новые знания. Конкурс дистиллятов, который сегодня объявляется, я думаю, понравится многим производителям дистиллята, по-простому чачи. Вот. И как выше было сказано, у нас очень много таких производителей. Это те, кого мы знаем, и те, кого мы не знаем. Конкурс будет не строгим. И все желающие могут предоставить ту продукцию, которая у них имеется в наличии. В организации фестиваля также принимали участие Министерство культуры и туризма. Крафтовая продукция и вообще виноделие в целом является такой особой частью, которая относится в том числе и к индустрии туризма. Это часть туристической Абхазии, которая очень привлекает наших гостей. И в связи с этим Министерство туризма решило поддержать данную идею. И мы надеемся, что талантливые люди, те, которые от души болеют этим делом, хотят создать что-то особое, приятное, мы им будем только в помощь и в поддержку. В программу фестиваля также включены открытая экспозиция самогонных товаров, лекции об особенностях и традициях в изготовлении дистиллятов в Абхазии, музыкальные и поэтические вечера. Кроме того, посетители выставки дегустаций смогут посмотреть фильмы на открытом воздухе. Победитель конкурса будет избран путем открытого голосования, в котором могут принять участие все желающие, как местные жители, так и гости республики. Основная идея этого конкурса – это реальная популяризация крепких напитков. Их в Абхазии немало, но как-то они все разрознены, и задача этого конкурса – собрать их всех воедино, познакомить друг с другом, рассказать, выбрать лучшего, показать, что у нас есть напитки по качеству, которые могут спокойно конкурировать с любыми мировыми производителями. Фестиваль будет проходить на культурно-деловой площадке ГУМА до 25 августа, после чего состоится подведение итогов, выборы победителя и вручение призов. Анна Сласурия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Председателем комиссии при Сухумском городском собрании по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок избран директор Абиги Арда Ашуба. Такое решение принято единогласно на заседании депутатов Сухгорсобрания. Заместителем председателя комиссии избрана член Общественной палаты Елена Лабахова. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открывает сбор для двоих подопечных с диагнозом ДЦП – Царии Чантурия и Дмитрия Бестаева. Детям необходимо пройти курс лечения в нейрореабилитационном центре «Импульс» города Сочи. Необходимая для этого сумма более 350 тысяч рублей. Молодец! 7-летний Дима Бестаев уже может сказать, как его зовут и сколько ему лет. Мальчик умеет рисовать, понемногу учится писать, понимает и выполняет обращенные просьбы. Эти, казалось бы, небольшие достижения – результат большой работы. Ведь у Димы синдром Дэнди Уокера – редкий порок развития головного мозга. Еще один диагноз, из-за которого ребенок не может ходить – детский церебральный паралич. Мама Алена воспитывает Диму и его старшего брата одна. На скромный доход педагога оплатить дорогостоящее лечение сложно. Прошли осмотр у специалистов с центра «Импульс» Сочинского. Направили его на курс интенсив, реабилитационный курс интенсив, после которого они обещали, что не обещали там 100%, но дали прогноз, что ребенок уже получше начнет говорить, так как с ним будут работать специалисты, дефектологи.
Вот, начнет говорить четко, на уровне своих сверстников, я надеюсь, будет говорить, да, то, что он сможет учиться в школе. А это 5-летняя Сария Чантурия, активная, любознательная и улыбчивая девочка. Ходит Сария пока только с поддержкой мамы. У девочки ДЦП и, как следствие, грубая задержка психоречевого и моторного развития. Не так давно ее осматривали специалисты Сочинского нейрореабилитационного центра «Импульс». Был расписан курс лечения – физкультура, сенсорная и арт-терапия, занятия с логопедом-дефектологом. Мы ни разу в жизни за 5 лет не проходили интенсивов, то есть вот только реабилитационный гудаутский центр, сами дома как можем занимаемся. Видим, что ребенок не стоит на месте, нет регресса, то есть она развивается, понимание тоже ее развивается. То есть нам, конечно, необходима реабилитация хорошая, желательно как раз интенсив. Мы не ждем каких-то супер глобальных целей, что ребенок у меня после интенсива побежит, полетит. Но каждая малейшая крупиночка развития ребенка это дорого стоит. Недавно КБФ Ашана заключил соглашение о сотрудничестве с центром «Импульс», который помогает детям с расстройствами аутистического спектра, задержкой психоречевого и речевого развития и другими заболеваниями. Дмитрию и Сарии повезло быть первыми подопечными фонда, которые пройдут курс лечения в «Импульсе». Каждому ребенку составлен индивидуальный план медицинских услуг. На 2 детей необходимо собрать более 350 тысяч рублей. В стоимость лечения входит полная диагностика 2 детей, а также 2-недельный курс интенсивной реабилитации. То есть маршрут уже прописан, и он отличается. У Сарии 1 курс реабилитации, у Дмитрия другой курс реабилитации. То есть все индивидуально. Там очень большой комплекс мер и комплекс различных мероприятий, которые будут проводить детям. И мы надеемся, что даже после 1-го курса уже получим результат. И в дальнейшем, естественно, мы будем поддерживать этих детей, направлять либо в сочинский центр, либо создавать условия на местах. Это, конечно, требует времени и ресурсов, но будем стараться. Сейчас от нас с вами зависит будущее этих детей. Помочь Сарии и Диме можно, отправив СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать на официальном сайте КБФ Ашана. Для нас это всего лишь сообщение, а для ребенка – шанс на здоровую и счастливую жизнь. Эсма Голанзе, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. В одной из типографий города Москвы приступили к печати полного академического собрания текстов абхазского нартского эпоса в 7 томах «Нарты. Абхазский героический эпос», сообщает пресс-служба Академии наук Абхазии. Составитель и редактор издания «Нартовед», академик Академии наук Абхазии, иностранный член РАН Зураб Джапуа, уже готовы 2 и 3 тома. Читателям книги будут доступны после того, как завершится печать всех томов. В Москве в издательстве «Аква Абаза» вышел исторический очерк Дениса Чачхали «Абхазское царство. Эпоха Давида Великого». В книгу вошли сведения из жизни царя-царей Давида, а также некоторые дополнительные свидетельства как из древнеабхазских, так и персидских и арабских источников. В брошюре описано немало эпизодов из бесконечных битв и сражений, в которых царь Давид одерживал великие победы. Наиболее ярким событием этой эпохи было завоевание Давидом Тифлиса и обустройство в нем новой столицы Абхазского царства в 1122 году. В дополнение к исследованию дается статья о строительной деятельности царя Давида, сына Георгия Абхаза, под названием «Храмы типа Пицунды». Книга уже поступила в центральные книжные магазины Сухума. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 13 и 14 августа на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Удушливо жаркая погода, местами возможны слабые дожди с грозой. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 28-33. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.